Купить решил магнитофон жене Степан. С папаней брал его вдвоем и был не пьян. Счастливый Степа козырял, как туз бубей, когда кассирша отвалил 700 рублей. Ну, такую вещь не каждый день себе берешь. Решил Степан надеть баллон и брюки клеш. Чин-чинарем сгонял в лабаз, купил вина, на стол накрыла обалдевшая жена. Зашел Петрович, с портвишком он без проблем. У Таньки снизу взяли пленку с Бонием, прошли инструкцию, куда, чего и как втыкать. Жена расплакалась и села на кровать. И вот на полную гремит лихой мотив про то, как жал царицу Гришка Распутин. Петрович крякнул, помидорчиком заел и произнес: «Японцы, Степа, не удел». Потом еще вдогонку приняли одну, Степан гуляет, взял за талию жену. Она зарделась, залилась, как маков цвет, и говорит: «Давай споем с тобой в дуэт». Они дуэт решили тут же записать, опять прочли, чего, куда и как втыкать, ромашки, лютики, еще там то да сё. А он не пишет. Вот хоть ты тресни, да и все. Петрович крякнул, помидорчиком заел. Степан кричит: «Козел, японца не удел, твоя одна печаль. Нажрался и вперед. А я ж за этот гроб отдал свои 700». Петрович очень аккуратно вытер рот и говорит: «Я, Степ, не брал твои 700. Давай пропустим и пойдем ловить такси. Свезем в ремонт, а то он баба голосит». Их в ателье свезли за 3 кореша. Степан вспотел, совсем запарился в клешах. А там в очках такой с бородкою сидит. Интеллигент, блядь. Чем обязан, говорит. Петрович крякнул, помидорчиком заел. Он взял с собой чуть-чуть, труда не пожалел. «Вот гарантийный на ремонт, сынок, талон. Давай чини, не пашет твой магнитофон». И тут Степана натурально понесло. «Я, гады, выдам вам по 1 число. Ну чё сидишь в натуре, слышь, грамотей? Давай назад, очкарь, мои 700 рублей. И оплати мне за такси туда-сюда. А то смотри, я не в себе, слышь, борода? Я сейчас такое, слышь, устрою, бо-не-мэ, что ты в больнице не поймешь ни б, ни мэ». Ну, тут, естественно, произошел скандал. Пока Петрович, лихо крякнув, заедал, с подсобки 2 вышли, оба без очков. И как вломили мужикам промеж рогов. Пришел Степан через полмесяца домой. Петрович щи на кухне варит, как живой. Степан соседу помидорчик подает и говорит: «Давай, Петрович, крякни и вперед». Вот так вот, братцы, иногда бывает. Магнитофон тот чинит вроде года 2. Летит то пасик, то колонка. Черт те что. Уж лучше справил бы Степан жене пальто.